профилактический рейд проводим. Вот хотим довести то, что на территории Чувашской Республики установлен особый противопожарный режим. В это время применение открытого огня, сжигание мусора категорически запрещено. С установлением положительных температурных значений на территории Чувашской Республики наступает период высокой пожарной опасности, который начинается уже с апреля. Конкретно в этом году пожароопасный период в Чувашии начался уже 10 апреля. Постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 1 апреля 2022 года номер 127 с 15 апреля 2022 года и до особого распоряжения на территории Чувашии установлен особый противопожарный режим. В соответствии с действующими правилами противопожарного режима в Российской Федерации применение открытого огня, разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, в том числе на землях населенных пунктов и территориях ведения гражданами садоводства или огородничества при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима категорически запрещено. И даже в том случае, если особый противопожарный режим не был бы введен, этими же правилами обозначено, что сжигание мусора и сухой растительности необходимо проводить только лишь в местах и способами, установленными органами местного самоуправления. Хотелось бы отметить, что на территории города Канашского района таких мест и способов не определено. Но, несмотря на это, при всем при этом, это не освобождает правообладателей земельных участков, в том числе собственников земельных участков, и землепользователей, арендаторов данных участков от обязанности производить своевременную уборку мусора, сухой растительности, покос травы. Граница уборки указанных территорий определяется границами земельного участка на основании кадастрового и межевого плана. С наступлением весны начинается пора уборки личных участков, которая сопровождается сжиганием мусора и сухой травянистой растительности. В это время происходит резкое увеличение выездов пожарно-спасательных подразделений. Нередко сжигание мусора и сухой травы приводит к сгоранию хозяйственной постройки, жилых домов. В жаркую, сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь. К тому же погода в это время изменчива. Это является одним из факторов, повышающих риск возникновения пожаров и устранения огня. Например, вследствие резкого усиления ветра во многих случаях даже небольшие очаги горения принимают масштабные размеры и зачастую приводят к тяжелым последствиям. Огонь молниеносно распространяется от пустырей на имущество граждан. Буквально недавно, 24 апреля 2022 года, пожарным пришлось тушить 3 садовых участка коллективного сада Канашского района. Причиной пожара стала неосторожность при сжигании мусора. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, связанных как с порядком содержания земельных участков на территории, так и с порядком применения открытого огня при сжигании мусора и сухой растительности. Скажите, в преддверии праздничных выходных можно ли готовить шашлыки и другую пищу на углях? И где лучше это делать? Использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках должно осуществляться в специально отведенных и оборудованных для этого местах, специальных несгораемых емкостях, например, мангалах и жаровнях. При этом противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее 5 метров. А зона очистки вокруг емкости от горючих материалов должна составлять не менее 2 метров. Мангалы не должны иметь прогаров, позволяющих углем падать. Также мангал должен иметь покрытие из негорючего материала, к примеру, металлический лист, чтобы в случае усиления ветра его можно было закрыть. Помимо земель населенных пунктов, также запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, поживных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Для осуществления мониторинга за обстановкой с природными пожарами и выжиганием сухой травянистой растительности на территории Канашского района организована работа межведомственной группы.